Центральная студия, так мы называем помещение, в которое есть аппаратное и пространство, откуда записываются различные программы и, конечно же, идут прямые эфиры. Почти 20 с лишним лет здесь не было модернизации. В настоящее время здесь идут работы. Устанавливают светодиодный экран длиной почти в 9 с лишним метров, высотой 2,5. Проще говоря, это видеостена, большой монитор, на который выводится картинка. Этот прием в современном телевидении необходим. Создает динамику в небольшом пространстве и исключает необходимость дооснащения громоздкими декорациями. На подготовленную конструкцию предстоит закрепить более 900 LED-панелей. Задача кропотливая. Вот такого рода шлейфами. По лицу, чтобы не было больших перепадов, щелей. Вот так вот ставится надо. Монтажники работают вторые сутки. Вместе с ними в студии трудятся опытные операторы, системный администратор, главный режиссер и другие специалисты. Директор службы технического обеспечения Вадим Бегвава, можно сказать, стоит у истоков возрождения студии. Именно он занимался вопросами подготовки технического оснащения. После долгих поисков и рассмотрений разных возможностей выбор пал на краснодарскую фирму, которая сдает работу под ключ. Таким образом, ответственность фирмы не заканчивается на запуске и введении в эксплуатацию. При необходимости в их функцию входит и дальнейшее обслуживание. По словам главного режиссера телерадиокомпании Давида Авицеба, видеостена решит две задачи – художественную и техническую. Чаще всего у нас возникает одна и та же проблема, как максимально эффективно создать определенную атмосферу для каждой передачи. Естественно, мы для этого используем определенную графику. Она может быть только статична, потому что мы производим печать полиграфии, устанавливаем ее на щиты, но все это немножко уже позавчерашний день. Благодаря этому экрану у нас для каждой передачи может быть свой персональный фон. И более того, этот фон может быть не только статичным, но и динамичным. Модернизация студии не завершится на установке монитора. Важно подойти к вопросу комплексно. Для хорошей картинки важен цвет. Поэтому некоторые устаревшие приборы уберут и установят около 20 новых. Передвижные массивные декорации, темный фон, несоответствующий требованиям свет – все это мы оставим позади, рассказывает директор телерадиокомпании Ирина Агрба. Сегодня бывает, что содержание не особенно люди замечают, а больше замечают картинку. Если картинка не привлекательная, люди дальше не углубляются и не смотрят серьезные глубокие вещи. Поэтому, конечно, многие наши передачи, которые там записываем, они очень страдают. И вот эта темень, которая существует в студии, вот у меня мечта просто вот избавиться от этого. И вот у нас на 4-м этаже студия, которая планировалась, и, кстати, там сделан неплохой ремонт, но просто надо завершать. Но завершение этого ремонта тоже требует немалых средств, и только после этого мы можем студию запустить, и я понимала, что надо параллельно вести 2 студии, но где же искать эти возможности, эти ресурсы? Конечно же, для покупки дорогостоящего оборудования у АГТРК нет финансовых возможностей. В рамках подготовки к празднованию 30-летия со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии на телевидении планируется трансляция с насыщенным эфиром. В том числе поэтому комиссия по празднованию 30-летия Победы профинансировала покупку техники, а ремонт помещения правительства. Прекрасно понимаем, что в основном весь материал, юбилейный, праздничный и так далее, все это будет идти на государственном канале. У нас будет очень много гостей, их надо приглашать в студию. Юбилейная комиссия нас поддержала. Технику закупать, оборудование закупать, а с другой стороны нужно ремонтировать само помещение. Это и пол, это и стены, и все остальное. Случилось так, что юбилейная комиссия поддержала нас в части приобретения техники, а вот в части ремонта и нижней студии, и новой студии на 4-м этаже нас поддержало правительство. Критиковать работы всегда легко, но что происходит за кадром, какие возникают трудности при съемке или монтаже, зрителям неизвестно, делится ведущая программы Амчипш Сима Аргон, которая зашла в студию полюбоваться процессом. Ведь журналистам важно выполнять свою работу быстро и качественно, и это удается проще, когда есть технические возможности. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.